широкий спрос в пищевой, кондитерской, легкой, табачной, сокосодержащей промышленности, а также при производстве строительных материалов. Это крахмалопаточная продукция. Ее активно производят у нас в Казахстане. Меня зовут Асем Хасемқызы. Вы смотрите программу Made in KZ. Сегодня мы с вами находимся на Жаркентском крахмалопаточном заводе. Поехали! Жаркентский крахмалопаточный завод – это современное предприятие, техническое оснащение которого соответствует европейским стандартам. Вот уже 9 лет он обеспечивает качественной патокой крупные в стране кондитерские фабрики и заводы по производству напитков. Завод производит 18 видов продукции, всего 100 тысяч тонн в год. Продукция компании также известна и за пределами Казахстана, в странах СНГ, Китае и Афганистане. Доля экспорта составляет 40%. Расширить круг потребителей и выйти со своим товаром на международный рынок предприятию помогает дочерняя организация холдинга «Байтерек» национальная компания «Казахэкспорт». Эта подведомственная организация Министерства торговли и интеграции поддерживает предприятие на каждом этапе экспортного цикла. Жаркентский крахмалопаточный завод воспользовался инструментом торгового финансирования. Данный инструмент позволяет профинансировать зарубежного покупателя по льготной ставке на покупку казахстанской продукции. Патоку получают из зерна кукурузы. Его на завод привозят фермеры Алматинской и Жетысусской областей. Сейчас сезон, и ежедневно сюда привозят 2500 тонн сырья. Первым делом после взвешивания зерно берут на пробу и отправляют в лабораторию на проверку качества. Тут их проверяют на влагу и сорность. Если показатели в порядке, зерна оказываются в завальной яме, после чего направляются в сепараторы для очистки от сорных примесей. Далее при необходимости зерна сушат и отправляют на хранение в такие огромные силосы. Их тут 12, и каждая вмещает 5000 тонн кукурузных зерен. Этап первый – замачивание. Очищенное и при необходимости высушенное зерно отправляется в производственный цех и распределяется по замочным чинам. Они наполнены водой и химическим веществом для ускорения замачивания. В таких резервуарах зерно разбухает 48 часов, после чего по трубам отправляется на дробление. Этап второй – переработка. В результате мокрого помола получается кашеобразная масса. Зерно промывают и разделяют на 4 составляющие – глютен, зародыш, мезгу и крахмал. Отмечу, первые 3 составляющие – это побочная продукция, их отправляют на производство комбикорма. Крахмал же выпаривают и очищают от ненужных примесей. Получилось крахмальное молочко. Весь процесс автоматизирован, специалист следит за выполнением машинами задач из операторской. Это еще не готовый продукт, а только полуфабрикат. Теперь, чтобы из крахмального молочка получить кукурузный крахмал, необходимо удалить избыточную влагу. Обезвоживание происходит путем центрифугирования, высушивания в пневмосушках. Так получился кукурузный крахмал. А вот чтобы получить сироп, кукурузное молочко по трубам отправляют в глюкозно-фруктозный цех. Здесь молочко обрабатывается при температуре 110 градусов. Происходит гидролиз, то есть расщепление крахмала. В итоге получается кукурузный сироп. Далее этап осахаривания. В емкостях сироп смешивают с различными ферментами. Длится это около 18 часов. Для каждой отрасли, где применяют патоку, имеется свой углеводный состав. Заключительным этапом сиропы фильтруют. Сначала очищают от нерастворимых компонентов, далее деминерализация, то есть очистка от растворимых составляющих, таких как соль и металлы. Сироп обесцвечивают активированным углем, который абсорбирует ненужные вещества. После он попадает в испарительную камеру. Получилась разного вида крахмалопаточная продукция. Внедрение цифровых технологий и автоматизация процесса – это главные принципы работы завода. В год здесь выпускают 100 тысяч тонн готовой продукции. За годы работы предприятие зарекомендовало себя как надежного производителя и поставщика качественной продукции. Качественно, надежно, безопасно и доступно. Вот так производят у нас в Казахстане.